Проверить давление и сатурацию, заполнить анкету, ответив на вопросы врача. Ритуал перед ревакцинацией тот же, что во время вакцинации. Хронические заболевания, то есть или же обострение этих хронических заболеваний на данный момент? Нет, нет. Жанета Даурбекова – одна из немногих, кто уже сейчас решился записаться на ревакцинацию. Девушка ковидом не болела, зато заразу успели подцепить родные. Уверена, что эта прививка помогла избежать коварного вируса. Прошло полгода с той вакцинации. Не болела за полгода, хотя контактировала с больными. Сначала думала, что будут какие-то побочные действия. Конечно, боялась. Но никаких побочных действий не наблюдала у себя. Первый день немножко повысилась температура, а дальше не было никаких побочек. Дельта-штамм коронавируса крайне опасен, поэтому необходимо постоянно поддерживать высокий уровень антител в организме. Однако врачи предупреждают, слишком часто прививаться нельзя. Оптимальный срок для ревакцинации – полгода. Стабильно приходят на вакцинацию гриппа. Мы также их пытаемся задействовать в саму же ревакцинацию от COVID-19. С того момента, как вот у нас в амбулатории появился пункт вакцинации, вакцинировано около 6 тысяч и более человек. На ревакцинацию, ревакцинация у нас началась, получается, несколько месяцев назад. Будет человек там более 1000 человек. Осень – пора простудных заболеваний. И для того, чтобы обезопасить себя от тяжелых случаев, врачи рекомендуют делать еще прививку и против гриппа. Теперь выжидать месяц между прививками не нужно. Минздрав России дал уже разрешение проводить совместно данную вакцинацию. То есть в клинических рекомендациях, уже до клинических обследований от этой вакцины выявлено то, что нет у них, отсутствует противопоказания введения этих вакцин одновременно. Записаться на вакцинацию лучше заранее. После прохождения процедуры все данные заносятся в единую систему, после чего актуальная информация появляется на сайте госуслуг. Тамара Хашагулькова, Магомед Даскиев, Новости 24.